успевала открыть глаза и уже клала себе что-то в рот. Но эта энергия также быстро гаснет, мы хотим еще больше есть, и я тут же кидала в него еду. Приветики! Сегодня хочу поговорить на тему завтрака, каким он должен быть и должен ли быть вообще. Каких правил я придерживаюсь при выборе завтрака. На моем канале уже есть видео о правилах правильного питания. Если ты не смотрела, переходи по ссылке. Итак, про завтрак. Расскажу немного свою историю о том, каким был мой завтрак на протяжении некоторого времени. Когда я училась в начальной школе, меня будила мама, и первое, с чего начинался мой день, это бутерброд с колбасой или какая-то сластушка и чай, еще и со сгущенкой. Отличное начало дня, конечно, я не успевала открыть глаза и уже клала себе что-то в рот. Потом был период, когда я ничего не ела на завтрак вообще. И где-то к обеду мой организм всячески подавал сигнал о том, что пора кушать, уже скорее дай мне еды. Затем в 9 классе я начала худеть и вычитала в интернете, что завтракать обязательно, этот прием пищи нельзя пропускать, и решила внедрить завтрак в свою жизнь. Тогда мой завтрак состоял из 2 вареных яиц. Чуть позже я перешла на гречку с молоком. И даже в этом случае мне хотелось уже дико есть. К обеду мой организм подавал сигналы о том, что уже скорее нужно поесть еще раз срочно. Давай быстрее еды. Выходит, что все эти варианты недостаточно правильные. В первом случае мой организм не успевал проснуться, и я тут же кидала в него еду. Конечно, ему было тяжело с этим справиться. Да и насыщение этот завтрак тоже не давал. Во втором случае, когда завтрака не было, я замечала, что вечером съедала я гораздо больше. Завтрак гречкой тоже не самый лучший вариант, потому что он не такой питательный, он не содержит в себе все, что нам нужно на завтрак. Это только углеводы. Углеводы дают нам быструю энергию, но эта энергия также быстро гаснет, и мы хотим еще больше есть или спать, чувствуем себя вялыми и подавленными. Так как тогда быть? Нужно ли завтракать или не нужно? И что есть на завтрак? Я считаю, что завтракать нужно. Я не могу сейчас пропустить этот прием пищи, потому что нашему организму нужно дать хотя бы немного энергии для того, чтобы наш день прошел продуктивно. Но не нужно сразу же, открыв глаза, бежать на кухню, готовить что-то и есть. Первое правило: позавтракать нужно первый час-два после пробуждения. Правило второе: перед завтраком нужно выпить стакан теплой воды, чтобы запустить все обменные процессы в организме. Минут за 30 до еды выпиваем стакан, можно добавить туда лимон. И в течение часа-двух после пробуждения и минут через 30 после вот этого стакана воды уже можно начинать завтракать. Правило третье: завтрак не должен быть сладким. Было время, когда я вычитала в интернете, что сладкое лучше есть в первой половине дня, и тогда я решила, что сладкое я буду есть на завтрак. Это тоже не вариант, опять же, по той причине, что это быстрая энергия, которая также быстро от нас уходит, и нам снова хочется есть, спать, и, в общем-то, не очень хорошо мы себя чувствуем. Правило четвертое: завтрак должен быть полноценным, сбалансированным, содержать белки, жиры, углеводы и клетчатку. В качестве белков самый крутой для меня вариант – это, конечно, яйца. Если кто-то хочет, пожалуйста, куриную грудку можно использовать. Я использую высокобелковый сыр. Сыр называется «Натура». Кстати, про яйца. В 2017 году в журнале Nutrients вышла статья с исследованием. Было 2 группы людей: те, кто завтракал овсянкой, и те, кто завтракал яйцами. И в чем суть была? И участники той группы, которая питалась яйцами, дольше оставались сытыми. Берите себе на заметку: яйца – это отличный продукт. Пожалуйста, не стоит их бояться, не стоит бояться желтков. Но учтите, что в них достаточно много жиров, то есть это достаточно калорийный продукт, именно желток. Если вы не хотите перебрать калорий, то лучше съесть, допустим, 3 целых яйца, 2 желтка. Как вариант. В качестве источника углеводов нашей энергии мы можем использовать крупы, гречневую, овсяную, можем использовать цельнозерновой хлеб, например. В качестве жиров мы можем взять яичный желток, рыбу, пасты ореховые, например, арахисовую, авокадо. Клетчатка – это различные виды салата, овощи или, например, ягоды. Я знаю, что многие люди не привыкли завтракать и, соответственно, говорят, что они не хотят есть утром. Но считается, и я заметила это на себе, что если я пропускаю завтрак, то вечером я хочу есть больше и, соответственно, съедаю больше. Поэтому
в идеале ввести завтрак в привычку. Чтобы помочь себе плавно войти в новый ритм жизни, посмотрите в интернете картинки красивых завтраков, возьмите что-то на заметку, найдите рецепты с продуктами, которые нравятся именно вам. Если что-то можно делать заранее, все делайте заранее, чтобы утром не тратить на это время. Например, гречку можно сварить заранее, яйца тоже можно сварить заранее, но в принципе это утром не занимает много времени, это можно делать, пока ты собираешься, у тебя отдельно на плите варятся яйца или каша. Мой любимый вариант завтрака сейчас это гречка, причем я использую зеленую гречку. Как по мне, она даже вкуснее, чем обычная. Чем отличается? Та, что мы привыкли видеть, она обжаренная, а зеленая, соответственно, этой обработке не подвергалась. Отвариваю гречку, кладу туда кусочек масла, это, кстати, тоже жиры, и тру на терке сыр. Пока все это горячее, сыр расплавляется в гречке, все это перемешиваю, и получается очень вкусный завтрак, мой любимый на данный момент. Когда мне надоедает гречка, я завтракаю яйцами. Яичница, омлет, скрэмбл, могу сделать яйцо пашот. И тогда у меня в качестве источника углеводов будет цельнозерновой хлеб, жиры это будет авокадо, немного творожного сыра и иногда может быть рыба, можно без нее. И белок это яйцо пашот. Получается такой вкусный бутерброд а-ля Бенедикт, только без соуса. Если вы не пробовали, обязательно попробуйте, это очень вкусно. Есть еще одна большая категория людей, которые начинают свой день с кофе. Это не есть хорошо. В идеале выпить кофе уже после еды. Я очень люблю кофе, но пью его с молоком, а это уже больше похоже на еду, чем на воду. Поэтому тут нужно быть внимательной. Если ты хочешь похудеть, то нужно смотреть на калорийность в целом своего дня. Самое главное и мое самое любимое правило – завтрак должен быть вкусным, он должен приносить тебе удовольствие. Сделай это каким-то своим ритуалом, который будет настраивать тебя на продуктивный рабочий день. Экспериментируй с рецептами, и ты обязательно найдешь свой идеальный завтрак. Благодарю тебя за просмотр, ставь пальцы вверх, пиши комментарии, подписывайся на мой канал, чтобы вместе стать лучшей версией себя.